Делегация Республики Абхазия находится в Сирийской Арабской Республике для участия в 32-й Дамасской международной ярмарке. Ярмарка должна пройти сегодня вечером. Делегацию возглавляет министр иностранных дел Олег Барциц. О том, как будет представлена Абхазия и какое значение имеет участие в этом мероприятии, которое проходит в Сирии, Олег Барциц расскажет в интервью радио «Спутник Абхазия». Мы прибыли в Сирийскую Арабскую Республику вчера. Состав делегации весьма представительный. В составе делегации министр экономики Теймураз Миквабия, министр культуры Даур Кове, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, проректор Абхазского государственного университета по международной политике Максим Гвинчия и сотрудники Министерства экономики, Министерства иностранных дел и Министерства культуры. Начальник департамента Ближнего Востока Артур Гагулия, сотрудник инвестиционного агентства Саид Сангулия и пресс-секретарь Министерства культуры Тамара Ачба. В аэропорту нас встречала делегация Абхазского посольства в Сирии, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Сирии Мухаммад Али. Обеспечено было четкое взаимодействие с сирийскими властями. Встреча состоялась в международном аэропорту города Дамаск. Вчера мы уже посетили непосредственно большую площадь, которая предоставлена под проведение Дамасской международной ярмарки. Это крупнейшее событие в регионе. Присутствуют делегации более чем 50 стран мира. Вот сегодня такое интересное событие. На флагштоках выставки были подняты флаги участников, и в том числе флаг Республики Абхазия. Это очень приятный момент. Конечно, впечатляют размах и масштабы этой выставки, и количество участников, разумеется. Специфика такова, что открытие выставки состоится вечером. Здесь своеобразные климатические условия. Ожидается присутствие всего высшего руководства Сирийской Арабской Республики. Это красочное такое представление, открытие. Для этого подготовлена очень серьезная такая площадь, очень серьезная аппаратура. Все это, конечно, впечатляет. Оператор нашей делегации осуществляет видеосъемку, и мы покажем обязательно нашим зрителям, соотечественникам, чтобы они ощутили масштаб и дух этого грандиозного мероприятия. После этого состоится прием от имени высшего руководства для официальных делегаций и осмотр павильонов. Наш павильон, павильон Республики Абхазия, выполнен очень талантливым дизайнером, который оформлял также для выставки павильон президента Сирийской Арабской Республики. Выполнено в национальном тоне, в национальных колоритах выдержано это все. Это стилизованное наше такое здание. Вы это тоже увидите. И на нем будут представлены наша символика, наша продукция и поделки различные. Это все очень красочно и интересно. Он уже здесь на этапе инсталляции уже вызывает очень большой интерес, потому что не похож ни на какие другие павильоны, выполнен в ярко выраженном национальном стиле. Планируется, конечно, на полях этого форума, планируются различные встречи. Но поскольку очень сильно перегружен протокол сирийской стороны, мы пока не можем сказать о конкретном времени той или иной встречи, но в любом случае на полях этой дамасской выставки ярмарки мы будем контактировать с руководителями министерств, ведомств сирийской стороны и с другими главами делегаций, которых здесь, как я уже сказал, немало. Вот такие планы. Кроме того, сегодня состоялась встреча с недавно избранным, обновился состав руководства Адыга Хаса Сирии. И вот мы сегодня встретились с делегацией наших соотечественников. Наша делегация пообщалась на темы взаимодействия, культурного, гуманитарного и образовательного взаимодействия. Среди наших сирийских коллег по встрече был, как я уже сказал, недавно избранный руководитель Адыга Хаса Сирии, доктор Нишам Кат. Это новый руководитель этой представительной и уважаемой здесь в Сирии организации. И мы обсудили сегодняшнее состояние дел и перспективы на будущее. Также мы проинспектировали вчера. Чем завершилась встреча эта?
Мы договорились об алгоритме взаимодействия, о том, что посольство Абхазии в Сирии будет, как и прежде, представлять интересы наших соотечественников и будет стараться поднять это взаимодействие с сирийскими властями на новые уровни. Кроме того, вчера мы осмотрели посольство Республики Абхазия в Сирии, в Дамаске. Вот. Не все члены делегации посещали Сирию и были на территории нашего посольства. Все наши коллеги, члены делегации, отметили высокий уровень представительства. И эта работа обеспечена, конечно, совместно при помощи правительства Республики Абхазия. Президент постоянно находится на связи с посольством и контактирует с нашим чрезвычайно полномочным послом. И это внимание, оно трансформируется в достойные условия работы и в активность нашего посольства в Сирии. Вчера поучаствовали уже в прямом эфире абхазского государственного телеканала АГТРК, рассказали о первых часах нашего пребывания на сирийской земле в прямом эфире. И готовимся выехать на территорию проведения Дамасской международной ярмарки. Примем участие в этом масштабном торжестве, которое завершится уже поздно ночью, поэтому информацию будем передавать завтра. И много, конечно, планов и большой интерес к Абхазии. О нас сегодня об участии Абхазии здесь в международной ярмарке написали многие арабские издания, в том числе государственное информационное агентство САНА. Там наряду с другими странами из региона, из Африки, из Европы упоминается и Республика Абхазия. Это дается на основных полосах информационных агентств. Олег Мусасович, все-таки какие предприятия будут представлены на ярмарке, да, чья продукция будет представлена? И интересно, что будет дальше? Предполагает ли ярмарка какие-то контакты, контракты и прочее? Я хочу сказать, что прежде всего, конечно, вызывает интерес уже заранее у функционеров сирийской стороны и у представителей других стран. Вчера мы общались с представителями Марокко и с представителями некоторых еще стран, которые Саудовской Аравии, Эмиратов, которые интересуются о том, как обстоят дела у туристического потенциала Абхазии, с интересом принимают информацию о том, что в Абхазии запущен и функционирует международный аэропорт. Это, конечно, вызывает у них интерес. Также вызывает интерес и наши возможности в плане морского сообщения. Есть ли в Абхазии морские порты, какие корабли они могут принимать. Все это, конечно, предмет интереса со стороны представителей других государств. И наша традиционная продукция, наш мед, лимонады и так далее. И, кстати, продукция наших фермеров, небольших хозяйств фермерских, конечно, тоже представлена. И присутствует наша символика, изделия наших скульпторов, картины, фотографии и так далее. Все это будут наблюдать посетители абхазской экспозиции. Вы могли бы оценить значение этого мероприятия, участия в событии, которое происходит в Сирии, довольно большая, крупная международная ярмарка, там Абхазия на полных правах, как и все остальные участники, скажем так, да? Как вы считаете, в чем самый важный смысл всего этого для Абхазии? Вы знаете, я сейчас говорю не только об этом событии, об этом крупнейшем форуме, я говорю в принципе о наших внешних связях. Это колоссальное значение и колоссальная важность для нашей страны, поскольку сегодня мир настолько компактен, настолько высок уровень развития коммуникаций, что нужно одновременно умудряться присутствовать, по крайней мере, информационно в различных регионах. Я считаю, что присутствие наше сегодня здесь оно крайне важно, поскольку
Абхазская делегация, как известно, прибыла сюда по приглашению правительства Сирии. Были специальные ноты, специальные приглашения правительства Сирии и президента Сирийской Арабской Республики господина Ашара. Вот разосланы именные приглашения главам и членам делегации от имени президента Сирийской Арабской Республики. Я считаю, что Абхазия должна активно действовать, что называется, на внешнем контуре. На это же нас ориентируют и наши стратегические союзники и друзья Российская Федерация. Каждая встреча с руководителями внешнеполитического ведомства России не обходится без упоминания этой важной повестки, этой важной темы, что Абхазия должна быть активна и должна смело заявлять о себе. В мировом пространстве, в международном пространстве мы активно осваиваем эти направления. Мы укрепляем связи с теми странами, с которыми у нас уже сложились дипломатические отношения, кто признает государственный суверенитет нашей страны. А также активно работаем с теми странами, которые готовы с нами разговаривать. И таких сигналов немало. Я не буду детализировать, конечно, по понятным причинам названия этих стран, но хочу сказать, что такая работа ведется. Наши российские коллеги нам в этом помогают. Мы проводим, как известно, скоординированную внешнюю политику, советуемся и пользуемся поддержкой наших российских друзей. Я думаю, что эта работа будет продолжена. Для этого есть у нас все. В том числе есть и поддержка наших органов власти, президента, правительства. Мы здесь находимся сегодня в Сирии на этой масштабной выставке ярмарки при поддержке правительства Абхазии. И, конечно, это понимание важности международной работы, дипломатических наших устремлений, оно вселяет надежду на то, что эти задачи будут выполняться и впредь. Это было интервью с Олегом Барцыц, министром иностранных дел Абхазии, который сейчас находится в Сирии и который рассказал нам о том, как принимали абхазскую делегацию в Сирийской Арабской Республике. Рассказал об участии Абхазии в 62-й Дамасской международной ярмарке и оценил, насколько это важно.